Добрый вечер, в эфире программа «Объектив», и мы продолжаем говорить об этноиграх, которые состоялись в Саудовской Аравии. И у нас сегодня в студии очень важные люди, от которых зависело питание, здоровье участников этого масштабного проекта. И позвольте представить вам Аббос Ахмедов, повар, и Хидаят Салиева, шеф-повар. Добро пожаловать. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вам удалось, по какому и был ли конкурс, проходил ли отбор, что вам доверили питание такого большого количества человек и участников? Наше руководство сотрудничает с Конфедерацией этноигр. И наше руководство, в частности мой отец, очень близкий человек с Асхатом Акибаевичем, друзья. И такую честь нам выдали, чтобы кормить, показывать этнокультуру свою. Я вас правильно поняла, вы поехали туда не только в качестве поваров, но и в качестве участников для того, чтобы показать элементы культуры Узбекистана. Заключалось в первую очередь, у нас было 4 группы, 4 больших групп. В первую очередь повара, которые готовили плов национальный, борсоки готовили, потом навайчи, лепешки готовили, потом, это вторая группа. Третья группа была канатуходцы, и четвертая была карнак-сурнай, это музыканты этнические, национальные. Мы поехали, 4 группы, было около 50 человек, наша группа была. Первая группа, это как я вам сказал, мы готовили плов, национальное блюдо, кормили высокопоставленных арабских чиновников, которые приехали посмотреть нашу этнокультуру. И мы показали свою этнокультуру на высшем уровне. Я так считаю. Почему? Потому что когда мы им подавали наши национальные блюда, они были в восторге от этих блюд. Как-то так. Скажите, вы на протяжении всего проведения этноигр обеспечивали питанием всех участников? Да. Сколько вы готовили? Какие блюда вы готовили? Да. Может быть, нам об этом Хидаят расскажет? Да, мы готовили плов, готовили, борсоки готовили, шакарапы готовили, наши национальные лепешки готовили. Тяжело было в условиях пустыни, далеко непривычный для вас климат, Хидаят? Все тяжело было, но мы к этому привыкли, да, заодно. Мы старались для людей, для Кыргызстана, чтобы у нас все лучше было, чтобы первым уровне стояло. Плова сколько вы готовили в день? Давайте начнем с того, Сколько людей попробовали наш плов. Давайте я вам расскажу. Давайте. Тщательно я просто расскажу. Плов мы готовили из 2 видов риса. Первый это наш, красный узгенский. Наверное, из этого риса. Да, из этого риса. А второй белый, лазерный рис. В среднем мы кормили в день около 2500–3000 тысяч человек в среднем. У нас на 4 больших тай-казанах готовилось только пловы. Потом мы к плову предоставляли наши этнические, наши национальные борсоки кыргызские. Мы подавали плов вместе с салатом айчучук, шакарап. Подавали плов, и у нас, соответственно, еще были лепешки наши. Горячие. Мы при экстремальных условиях строили эти тандыры. Мы 2 тандыра построили там. На месте? На месте, да, на пустыне, на территории этногородка нашего. 2 тандыра построили. Из участников тандырщиков, из навайчи, их было 12 навайчи. Они делали заготовки свои. Мы отсюда, из Кыргызстана, привезли свои ингредиенты, свои некоторые специи, чтобы было показать им наш вкус.
мне кажется, получилось на высшем уровне, почему? Потому что мы почти все из Кыргызстана забрали, почти все свое на наши Все продукты продуктов ваши, да. готовили. И так получилось, что даже нам такие предоставили условия очень хорошие, и мы должны были это все показать и сделать красиво. В день сколько килограммов плова готовили? У нас узгенский получился 150 килограмм, также лазер было по 150 килограмма, еще у нас борсоки были, где-то мы день 2 мешка муку сделали. Это получается по 150 килограммов риса получается. А когда его добавляешь туда морковь, мясо, это общая масса получается около 450-500 Почти килограмм, полтонны почти, полтонны грубо. риса в день. Да, плова. Плова в день, только, да. только плова, да? Да. Местные жители, отведав вот плов, приготовленный вашими руками, ну, какие были эмоции, впечатления? Эмоции, да, прям. Они вообще готовят там такой плов? У них есть такое блюдо, Да. как плов? У них есть наподобие плова блюдо, но она идет, у них суховатая, и в основном они едят курицу, рыбу из легких мяса, а мы делаем из баранины, из говядины. То есть у нас получается жирности и блюдо у нас не сухое получается, да, многокалорийное, да, получается. И местные жители были приятно удивлены, то, что можно из таких же продуктов сделать намного лучше и вкуснее блюдо такое. Ну, у них так же, как и наш плов есть. Те же ингредиенты. Да, те же почти. ингредиенты, ну, у них суховатый получается. Ну, вы их научили, как готовить настоящий плов? Нет, не научили, но они видели это, весь процесс, они смотрели. Но мы не будем говорить, что мы их научили. То есть вы все секреты не раскрыли? Ну, можно так и сказать. Да. А вам какое блюдо из их кухни понравилось, если, конечно, удалось отведать? Удалось отведать, да. Мне лично их выпечки понравились. Мне все было интересно при этом. Мне все понравилось, я так скажу. Можно и здесь такое блюдо готовить, да? То есть ничего удивительного нет? Нет. Ну, тем более для вас, шеф-повару, наверное, легко все приготовить. А что у нас на столе? Вот я вижу нож. Нож, да. Вот расскажите. Это нож моего отца. Давайте, чтобы было понятнее. Ваш папа, он тоже повар. Да, с большим многолетним опытом наверняка. Да. Мой отец, он руководитель группы. Это его собственный нож с хорошей достаточно историей. Ему подарили этот нож. Можно даже посмотреть. Это специальный чехол для него был сделан с камушками декоративными. И из кости, я точно не знаю, из кости какого-то животного. Да, животного. И потом с декоративными узорами. И сама сталь, это ручная работа. Сама сталь, 200-летняя сталь, насколько я знаю. И вот это его нож. Это поварской нож. Да, поварской такой нож. Чуст называется. Есть такой город Чуст. В городе Чуст его изготавливают. И мы повезли форму. Нам местные кыргызские дизайнеры сшили форму узбекско-кыргызская, как бы. Мы сами этнические узбеки, живем в Кыргызстане. Вы кыргызстанцы? Да, мы кыргызстанцы. С нами поехали туда 2 группы из этнических таких показательных групп. Это были канатоходцы, это целая семья со своими детьми. Даже маленькие дети показывали, какие они силачи. Поднимали гири, показывали это все. Потом поехали Кярнай-Сюрнай. Эти музыканты, которые играли, веселили публику. Многие арабы удивлялись от этого, слушали когда эту музыку. Мои впечатления очень хорошие, мне все понравилось. Вам удалось тоже поучаствовать в этих мероприятиях, или же вы все время находились на своем рабочем месте?
Нет, у нас рабочее место, я на раздаче стояла, я самобор соки делала, но ей удалось. То есть вы в основном большую часть времени вы работали, по Да. большому счету, да? В первую очередь, мы еще раз, я бы хотел бы сказать, поблагодарить Асхата Акибаевича. Почему? Потому что это, как для мусульман, это священные места, священная страна. Мы побывали, благодаря им, мы совершили маленький хадж. Это то есть умру мы совершили. Не только Впервые. мы, да, впервые, да. Некоторые, это даже мне во сне не снилось, то, что я в свои такие молодые годы туда полечу и совершу этот обряд мусульманский. И мне так было приятно. Мы живем в Кыргызстане. Кыргызстан — это рай в земле, как бы сказать. Так можно даже сказать. Почему? Потому что мы видим 4 сезона, мы видим фрукты, мы едим фрукты. У нас прекрасная погода, природа прекрасная. У нас есть жемчужина Иссык-Куль. А насчет именно продуктов, если взять, как вам сказать правильно будет, наше мясо обладает свой вкус и свою силу обладает. Вот когда ты поедаешь килограмм мяса или, ну, допустим, в блюде кусочек мяса нашего, ты чувствуешь силу, ты чувствуешь энергию от нашего мяса. А у них, я так лично подумал и попробовал, поев, у них нету вот той изюминки, которая у нас есть. У нас многокалорийное и сильное мясо, да, а у них чуть-чуть другое получается. И насчет всего этого даже можно элементарный пример привести. Погодные условия. Погодные условия у них не такие же уж очень хорошие, так, как у нас. Вот когда мы строили тандыры. Вот расскажите, из чего вы построили тандыры? Да, из песка? Да, из местного песка мы тандыры повезли из Кыргызстана. Вы их там оставили? Да, мы их там оставили уже на месте, где мы построили их. Мы из местной глины, из местных кирпичов построили его. 2 тандыра в течение 2 дней мы построили, поставили на ноги. Мы их испытали, как положено. Первый день, когда мы устанавливали тандыр, там началась такая буря, песчаная буря. И при экстремальных условиях мы поставили 1 тандыр. Если у вас возможность выпадет снова поехать на следующий год или какое-то определенное другое время в Саудовскую Аравию, чем будете удивлять? Смотрите, мы вообще по нашим планам мы еще туда поедем еще, да, и Всевышний, 9 лет еще по контракту. Это также благодаря Асхату Акибаевичу, мы ему очень благодарны. Мы теперь будем то же самое делать, но другими способами. У нас есть, допустим, мы сами делаем такое блюдо, это плов, только он называется торт-плов. Это такое фееричное блюдо, но мы можем удивить другими блюдами. Спасибо вам большое за участие, удачи в делах. Благодарю за внимание и до новых встреч в эфире.